Утречка всем. Оно и правда доброе. Смотрите, какая погодка. Я в Якутии. Наконец-то. Короче, началось все с того, что я проснулся. Вкратце. А пойдемте покажу. Значит, проснулся, погодка хорошенькая, все. Вышел, обошел машинку, вроде все нормально, вроде бы. Ну ладно, думаю. Я ее завел, воздух качается, вроде накачался, пшикает, отсекатель этот работает. Вот, потом давай пробую трогаться. Примерзли основные. Вот здесь надо будет сделать. Сильно шипит все-таки. Этот почти не шипит, а вот этот шипит. Сейчас я его поменяю, братцы. В общем, дело не в этом, он не шипел. Это сейчас так вот. Давай трогаться, тормозил колеса. На тягаче прилипшие были, не хотели. Ладно, давай потом трогаться. Вот это было прилипшее, отстучал. Тут было, вот видите, сколько всего. Такая вот система. Потом давай молоточком пройтись. Колесо это было пустое, видите, это с запаски взял. Оно было пустым, и думаю, ну что делать? Подкачаю. Попробовал подкачать, нашел. Камень торчит, толстый, большой камень. Ну вот такой вот размером. Я его даже не смог выковырять. Думаю, ладно, поставлю запаску. Что делать? Все это я уже вернул все назад, все уже затянул, ребята. Запаску снял, то есть поставил все, инструменты эти разложил, собрал, блин, короче, капец, шланги. Ну понимаете, да? Время ушло до хрена. Здесь у меня сальник бежит, у меня тут не было. Нифига. Сейчас я подлил, еще подолью по дороге. У меня сальник там течет, и надо следить за этим делом. Мне некогда было перед этим рейсом сделать. Что дальше? Такая штука. Интересная. Да, как думаете, откуда она? Да я сам не знаю, откуда она. В общем, я ее вытащил отсюда. Вот здесь было, ребята. Она вот так вот. Смотрю, торчит. Что за фигня? Я ее отверткой выковырял. Там он проволока внутри. Но ничего не шипит оттуда. Вот такая штука. Это не гвоздь. Не воткнется. Все, запаску поставил, прикрутил. Что там у нас еще? А, ну да, сейчас фитинг куда-то поменяю, который шипит сильно. Да, это уже не шипел. Сейчас поменяю. И соберу инструменты, и все. Фитинг успешно заменен. Теперь здесь ничего не шипит. Здесь пока тоже, хотя это и отломилось, но как-то держится. Не буду трогать. Все. Так что я думаю, можно ехать. Посмотрим на часики. 11:47. В 9 утра я проснулся. Где-то здесь, ребятки, я стоял, когда у меня был черный рейс. И тут я где-то шел пешком с маслом. Да, ребятки, с Приморья выезжал. Уже было лето на дворе. Дождь. А здесь у нас еще зима, ребятки. Якутия. Чистая Якутия. Поселок Большой Немныр. С одноименным названием речки. Мостик сделали. Это хорошо. Минус 3, ребята. 1 апреля. Якутия. Халданский район. 2021 год. Итак, ребята, подъезжаем к Алдану. Зайдем в Гиви в магазинчик. Возьмем у него разрешение. Пост в этот раз Перкакета я опять проехал на ура. Даже не остановили. Повезло мне, потому что на руках у меня этих бумаг не было. А то, что по фотографии, еще не факт, что это прокатило бы
И никого нету, ребята. Все уехали на фронт. Вон Ангиви вышел. Хвастовство. Купил у Гиви вот такой вот шланчик. Хоть он вот так вот и перегибается вроде как, да, но он зато силиконовый. Он слежался, говорит, у него он последний оставался. Тут можно переделать чуть-чуть. Ну, побрезать маленько. Да можно даже потом резиновый надеть, если на то пошло. И купил очечки. А то еду, блин, глаза щурю, короче. Снег же, вы же видели, красота сейчас. Красота. Ну, простые очки обычные. Вот он, ребятки, верхний Алдан заснеженный. Капец, 1 апреля. Глазам не верится. Томот, ребятки, покушаю. Отъезжаю с томота, ребят. .06, 454 километра до Якутска. Думаю, вечерком буду там. Надеюсь на это, что ничего не приключится в дороге такого серьезного. Речка Алдан. Так, знак Нижний Бестях. Раньше здесь был магазинчик вот с левой стороны. ПТК, запчасти американские. Сейчас нету. Площадь Победы, как вы помните, где я выгружался частенько. Вот он, Т-34 местными умельцами сделан из чего-то. И вот на той стороне Якутск, ребята. Зеленый огонек горит для нас. Это хорошо. На речке туман. Вон, видите, как оно. Зимняя дорога жизни. Хотя, если по большому счету, уже 2-й месяц весны. Но дорога еще есть. Нравятся мне, знаете, вот эти таблички с километровыми знаками. Как будто мы тут по суху едем. 14 километр. И вот, город Якутск, табличка. Очень интересно. С переправы обычно мы оттуда едем. Вот с той стороны. Если на пароме переправляться. Двигайтесь прямо. 9 километров. А с ледовой переправы выезжаем здесь. Насчет дорог, ребята, но дороги лучше не стали за последнее время. Ну, зимой их никто делать не будет, это понятно. Даже ухудшились. И ямы вон какие, дырки огромные. Помню первый раз, когда в Якутск приехал, вот здесь вот направо грузовикам нельзя, а мне нужно было именно туда, потому что там разгружаться. Ничего, покатался по центру города. Короче, в Якутске туманчик, температура воздуха -9 примерно, не холодно. Вот как идет телега. Взял максимально по прижатию туда. Максимально, ребят. Как там называется ситуация? Построили завод в тайге, а дороги к нему не подвели. А завод в тайге выпускает асфальтирующие катки. Вот сюда у меня колесо идет. Вот сюда. Вот прямо сюда. Видите уголок? Мне надо было его обрулить машину, объехать снежные кучи, попасть в эти ворота, за капец. Ладно, вроде на правильном пути все.
Вова Драк заехал. Вова Драк молодец. Это Саша Эверстов из Якутска. Мой корефан. И Саня мне, смотрите, на этот раз пришел в гости и принес мне вот такие вот вещи. Вау. Все, я в шоке. Я буду ее надевать, часто подать в кадры. Санек вообще капец, огонь просто. Все же спрашивают, когда на Якутию, Вова, когда на Якутию? Вот я приехал на Якутию, и меня встречают, смотрите. Это жена. Это супруга Санькина приготовила еды. Ну, чтобы с голоду человек не помер, конечно. Тут никого у меня нету, как близких. Зато есть друзья такие, как близкие. Это я сейчас соберу и поставлю. Понял, ладно. Все, Саня вообще капец, огонь. Сань, спасибо тебе огромное. Все, сейчас будем водку пить. Ну как? Смотрите. Все, вот так вот сейчас буду в кафешку заходить. Все, скажу, ты же не якут. Я скажу, я не якут. Это с какой стати не якут? Я самый якут. Да, я самый якут. Короче, вот так вот, ребят, смотрите, покажу. Круто. Я еще думаю, зайти в магазин, какой-то сувенир купить якутский надо. Вон Саня то, что подарил мне, особо-то сувениров-то якутских-то и нету, кроме коня. И вот теперь. Классно. Значит, смотрите. Помните, вот эта штука многим не нравилась, которая у меня тут висела. Ну, как бы я на нее внимания не обращал, она не мешала. Но когда стал делать видос, я заметил, что реально в глаза бросается и мешает. Вот все про нее помнят, знают, что она, блин, замучила ни в окно не посмотреть, ничего, все мешалось. Вот она. Вот она, эта гирлянда. Я брал ее ради вот этих американских траков, а с другой стороны у меня там девки были красивые, симпатичные. Так вот, эту гирлянду я снял и вешать больше не буду. И я ее подарю Саньку. Вот, это Саня Эверстов. Пускай он что хочет с ней делает. Сань, нормально тебе пойдет? Самое главное то, что про эту гирлянду знают все, что она у Вовы Драга висела в машине. Всех докучала, все говорили, Вова, ты ее сними, нахрен она мешает. Все, теперь она будет мешать Сане Эверстову. Мне надо в город по делам проскочить, чуть камеру не забыл. Вот сейчас брат Санька свозит нас. Короче, вот база. Стоим, разгружают. 40 минут у меня есть, говорят. Мы в центре города. Шашлыков, манго. Вот площадь Ленина. Тарелка, вот площадь Ленина. Я тут ходил как-то пешком. А вон Владимир Ильич, да, вон там вот. Короче. Так, Тыгын Дархан, это что такое, как переводится? Это гостиница. А как есть название, ну, перевод? Это имя человека. А, имя человека? Имя человека, да, это Тыгын Дархан. переводится. Понял. Центр города, вот здесь центр города. Тут где-то еще есть, говорит, как у нас в Хабаровске тоже, центр, оно как и со старыми домами. Вот как типа как музей, наверное, какой-то, да? Вот Старый город заехали. Ну вот Старый началось город. тут золотое, тут часы. Золотое время, да? Там часы, скорее всего, что-нибудь такое. А, да, тут шлагбаум поставили, что ли? Не разрешено, что ли? Все, приехали, хорош. А раньше можно было проехать. Ну. А не знаю, пропускают, наверное, скорее всего. У них там. Торговые ряды кружало. Это мы находимся в старом городе. Может, с той стороны было просто подъехать и все, встать там, да? Понятно, старый город. Ну вот центральный вход Ага. получается. Вон бассейн с узорами такой. Мулсхая. Мулсхая. Тут ресторан. Да, ресторанчик. Мусхая, это переводится ледяная гора, да? На. Ух ты, буду знать. Тут городок. Вот Тут это. Ага, студенческий. студенческий. Это все. Общежитие. А какое учебное заведение? Учебные вот. Это как называется учебное? Вот это все А, учебные. все разные, да? Да, ага, все разные. И какие тут учебные? Все есть. Как правильно называется вот этот городок вообще? СВФУ. СВФУ? Ага. Северо-Восточный федеральный университет. Ага. Понятно, это вот тут город. Это вот общаги. Современные общаги. Смотри, Ау. вот эти пятиэтажки на всех кабудинских, это все учителя. Учителя? Вот триумф. Вот Триумф. Ага. Ледовый дворец, Элей-Бату, Ну тут полтинник, такие чемпионаты здесь проводят. Понятно. кикбоксинг, смотри. Короче, спортивная арена. На аэропорт похоже чем-то. Вот исторический парк. Вон музей. Вот этот вот, который новый, Да. музей, исторический музей, да? Вот внутри, который ты говорил, ретро-музей, да? Ага, Вот между этими домами там внутри стоит. ага, понял. Это Прометей называется.
Прометей. Прометей. Да, это микрорайон Прометей. Ну смотрите, я вот смотрю, все строится. Все, смотрите, новые дома, смотрите, краны строятся. Мне просто с подписчиков кто-то говорил, что тут ни хрена не строится, тут все очень плохо, короче. Ну, Кто так говорил? ну есть такие, Якутия постоянно строится. есть такие люди, которые называются хейтеры. Это, кстати, вообще махом построили. В течение 5 лет грохали вот эти дома все. Понятно. Даже меньше, наверное. Меньше. Все строится, постоянно вот этот базалит, стекловату возят, она все время нужна, не хватает ее. Вот, Владимир, вот по этому светофору туда прямо заходишь, и там музей. Ага. Вот сейчас налево туда прямо. Там музей, да, будет? Ага, музей. Это который показывал. Электротехника. Женька вот нас возил на машине, брат Санька. Женя, отдельное спасибо тебе на камеру. Повозил нас по моим делам. Короче, я не буду снимать всю обстановку там и так далее. Сашу не буду. Я, короче, в гостях у Саши Эверстова. Это мой друг из Якутска. Во-первых, сначала был подписчик, сейчас мы уже друзья. Потому что уже дело такое, что мы давно общаемся. И по-другому уже сказать нельзя. Но смысл в чем? Основное, что мне понравилось. Это кухня. И телевизор это. Обычно на кухне маленькие телевизоры ставятся. А это кухня. И у каждого телек есть такой в комнате. Но смысл в этом, что национальная сейчас эта передача идет. И мне так это необычно, так интересно. Потому что Хабаровский край, Приморский, такого нету. В общем, а с Саньком мы сейчас сидим, завтракаем. Похмеляемся. Ну, Саша говорит, что похмеляемся. Ну, я нормально себя чувствую по кофейку. Вот я сейчас буду употреблять. Друзья, второй день в Якутске. Проблема в чем? Выгрузка техники. Трактор не заводится. А там подсел аккумулятор. Сейчас пойдем посмотрим на тракторок. Что можно с ними сделать? Не знаю, может у меня с легкой руки он возьмет да заведется. Хотя, честно говоря, я не знаю, что там нажимать, что-то надо. Смотрите, ручки. Такая кабиночка маленькая. Во френче побольше будет, во фрейтлайнере, да? Тут какие-то кнопки, рычажки, массы. Будем думать. Вот ключ зажигания. Значит, это печка. Это, скорее всего, ехать. Да? Честно говоря, не знаю, может надо дверь закрывать, чтобы он заводился, да? Вот это рычаг, что это значит? Все, вот так чик, зафиксировал. Все, видите? Фиг знает. Лов. Оф. Может тут этот есть? Подогреватель. А? Температура максимальная. Это, наверное, печка. Че, Сань? Да дыр-дыр, понятно. Вот что-то тут, видите? Что-то надо включать, не надо, может не надо включать. Для чего это все? Это какой-то прибор отключен. Стартер. Вот, включаю. Вообще никак не реагирует. Тухнет. Так, нашли аккумулятор. Вот он здесь. Он здесь стоял. Чтобы вытащить, нужно снять было вот эту крышку. То есть это замок. Иначе он не снимается. И надо его поставить на зарядку, да и все. Тупо. Поставить на зарядку. Пускай он зарядится, и все будет хорошо. Или другой аккумулятор взять. В общем, поставили аккуму на зарядку от моего френча. Зарядка пошла, тестером проверил. Что-то аккума показывал 12,1, подзарядили. Сейчас посмотрим. А сейчас уже 13,4 было. Ну, полчаса, чуть больше полчаса погоняли. Сейчас посмотрим. Опа! Что там? Давай я поставлю, я вытаскивал. Посвети вот так. Вот так он был. Клеммы. Это минус, это плюс. Вот это минус на корпус идет. Вот этот, понимаешь, его открутить надо, аккумулятор не вытаскивается, торчит вот этот. Так. Сейчас будем смотреть. Что там у нас? Я тоже посмотрел, черт, может, вот эту я стал опускать, он не хотел вообще заводить. А когда поднял, он крутить стал. Да? Видишь, не хочет, а так заводил. Что там не то? Свечи надо прогреть, может? Вот это вот не газулька, вот это, она дает звук.
Слышишь, это газулька, наверное, да? Наверное. Давайте свечу. Чё, что ли? Свечки несколько раз прогреть. Короче, сюда надо подъезжать, что-то подкуривать. Или другой аккумулятор. Ну, мало погоняли мы его. Ладно, это бесполезно. Он и так и крутил с самого начала. Да. А есть аккумулятор такой мощный? Получше. Большой нет, наверное. Может, он, знаешь, оно и маленький, мне кажется, даже и 60-ка потянет его, если он нормальный. Это аккумулятор дохлый, скорее всего. Все. Поехала машина. Завели. Подключили вот этот аккумулятор здоровый. Через провода. И все, поехала. Огонь. Супер, все четко, все счастливы, все очень довольны. Окей, все, я свободен, в принципе, как птица, почти что в полете. Машина выгружена, я пустой, могу ехать в сторону Хабаровска, меня там ждет очередной рейс. Ребята, спасибо ребятам, помогли завести. Развернулся, с базы уезжаем. Вот он, этот экскаваторчик, который сняли. Все. Короче, за Саньком приехало такси. Все, мы дождались. Это улица Бабушкина, ребят. Я завожусь и поехал на переправу. Так что, Саня, спасибо тебе огромное. Во-первых, посидели, переночевал, как говорится, в гости сходил, да, по городу съездили. В общем, друзья, переправа. День на дворе, зеленый свет горит, 40 тонн. Уезжаю с подарками. Спасибо, Санек. В общем, еду обратно на Владивосток. Думаю, что еще успею один рейс сделать, пока переправа работает. Пока, видите, прохладненько. Сегодня прохладненько, кстати. Сколько там? Сейчас взглянем. Минус 11 вот сейчас. Все, вот они, кораблики. Раз видим. Идем, естественно, пустые. Из Якутска ни разу ничего не возил. Выезжаем на лед, на речку. Где хочешь, там уезжай. Примерно, друзья, середина реки. Лена. Примерно. Ну вот и берег, ребята. Летом, конечно, дольше на пароме. Пока дождешься, пока загрузишься, пока он отъедет. Еще час ехать. Если вверх по течению сюда на Бестяк. Вниз быстрее немного. А сейчас по льду милое дело. Никаких задержек. Все, друзья, берег. Потихонечку потопаем дальше. До свидания, Якутск. Я тебе вернусь скоро. Спасибо, встретил хорошо, с хорошей погодой. Нехангалас. Все, Леночка, пока. Кстати, вот Стелла здесь, трассы. Только что общались по рации. Андрей. Вот я проехал только что трубы. И через Хатас собрался ехать. Привет тебе.
друзья, кафе «Регион». Я, наверное, здесь заночую. Я подумал, что это нормальная мысль. А утречком поеду дальше.